Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Служба в вооруженных силах Таджикистана – это священная обязанность каждого гражданина страны. Осенний призыв в ряды вооруженных сил Таджикистана стартовал 1 октября и продолжится до 30 ноября включительно. Республиканская призывная комиссия и Министерство обороны Республики Таджикистан выражают благодарность органам исполнительной власти городов и районов страны, которые организуют мероприятия по привлечению к военной службе граждан 1993-2002 годов рождения, а также родителям юношей, которые добровольно вступают в ряды вооруженных сил. Тысячи юношей со всех концов страны добровольно приняли решение вступить в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Во всех городах и районах страны в целях организации кампании призывников на высоком уровне организуются торжественные мероприятия, в которых принимают участие представители местного органа исполнительной власти, Министерства обороны и других профильных структур. Кроме того, на мероприятии присутствуют ветераны и родители новобранцев. Военные и медики отмечают, что количество новобранцев с отличным состоянием здоровья увеличилось. В честь призывников по всей стране проводятся мероприятия, на которых уже отслужившие военные демонстрируют свои навыки и мастерство. Данные мероприятия показывают важность качественного военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, добровольно вступающей в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять этой внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему отечеству. Перед отправкой призывников в места постоянной службы по традиции проходит обряд нунгазон, во время которого каждый юноша откусывает от лепешки, а родители и ветераны произносят слова напутствия будущим воинам. Срочные новости. 27 октября состоялось заседание правительства Республики Таджикистан под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны Эмомали Рахмона. На заседании были рассмотрены проект закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2021 год и прогноз показателей государственного бюджета на 2022-2023 годы и программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2021 год. В ходе своего выступления президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что предлагаемый проект государственного бюджета на следующий год направлен на проведение экономической политики, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие страны, предотвращение воздействия на нее негативных внешних факторов, развитие реальной инфраструктуры и социальной сферы. Далее. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2019 года предложил объявить 2020-2040 годы 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Как подчеркнул глава государства, на очередном этапе развития различных секторов национальной экономики необходимо обратить внимание на точные и естественные науки, поскольку от этих наук зависят перспективы экономического развития страны. Сегодня в здании Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан состоялось очередное заседание Общественного совета Республики Таджикистан на тему объявления 2020-2040 годов 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Важный фактор развития технического мышления подрастающего поколения в стране. В выступлениях было отмечено, что опыт развитых стран доказывает, что именно интерес к науке и образованию, особенно к техническим и математическим наукам, сделал их передовыми на мировой арене. Сегодня без науки и инноваций, информационных и коммуникационных технологий, формирования технического мировоззрения невозможно продвигаться вперед. Принимая во внимание важность вопроса и для придания серьезного импульса развитию науки, образования, техники и технологий, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2019 года предложил объявить с 2020 по 2040 годы 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования.
Как подчеркнул глава государства, на очередном этапе развития различных секторов национальной экономики необходимо обратить внимание на точные и естественные науки, поскольку от этих наук зависят перспективы экономического развития страны. Также было отмечено, что 18 марта этого года на встрече с интеллигенцией страны глава государства выразил свое видение перспектив развития науки и образования, совершенствования естественных и математических наук, формирования технического мышления, расширения инноваций и изобретательства, достижения управления и институтов Национальной академии наук, отраслевых академий, высших учебных заведений, их структуры, уровня и качества подготовки научных кадров и дал конкретные поручения соответствующим министерствам и ведомствам. В настоящее время продолжается осенняя страда. В хлопководческих хозяйствах полным ходом идет уборка хлопка. Фермеры района Носири-Хусрав за несколько дней перевыполнили план по сбору хлопка и стали одними из лидеров в Хатлонской области. Фермеры района Носири-Хусрав за несколько дней перевыполнили план по сбору хлопка и, используя качественные отечественные и зарубежные семена, строго соблюдая агротехнические нормы выращивания хлопка, до 26 октября этого года вместо 7258 тонн собрали 7316,1 тонны хлопка, что на 859,3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для своевременного сбора урожая хлопка создан районный штаб. В результате сегодня фермеры района укрепляют свои позиции среди лидеров других хлопководческих районов Хатлонской области. Земледельцы района Носири-Хусрав стремятся повысить продуктивность своей земли. В районе много хозяйств, которые увеличили урожайность до 30-40 центнеров. Дихканское хозяйство Бех-Каримов Джамуата Истеклол является одним из таких хозяйств. В распоряжении этого хозяйства 18 гектаров земли. В этом году хлопчатником засеяна площадь в 15 гектаров, и на сегодняшний день урожай достиг 38 центнеров. К концу сезона они планируют довести урожайность до 45-50 центнеров и имеют реальные шансы для достижения этого уровня. Фермеры джамуатов Фируза, Навруз и Истеклол внесли значительный вклад в обеспечение годового плана сбора хлопка. Все три джамуата сегодня собирают хлопок выше прогнозируемого. Каждые 15 дней исполнительный орган государственной власти Хатлонской области подводит итоги сдачи хлопка. Надо отметить, что Государственный отдел землепользования, мелиорации и ирригации бассейна Нижнего Кафернигана через Ассоциацию водопользователей в соответствии с контрактом полностью обеспечили фермерские хозяйства поливной водой. В сентябре-октябре каждую неделю по субботам и воскресеньям сотрудники районных организаций и учреждений выходили на работу и помогали хлопкоробам. Хотя хозяйственники района Носири-Хусрав опережают план по сбору хлопка, но останавливаться на этом не собираются. Наряду с развитием хлопководства, садоводства и овощеводства, пчеловодства, местные жители также занимаются животноводством и заготовили достаточно кормов на зиму. Труженики района стараются проявить инициативу в производстве. Таким образом, жители создали небольшой завод по переработке кукурузы, который обрабатывает до 15 тонн кукурузы в сутки. Также жители создали ряд небольших мастерских по производству блочного кирпича, которые обеспечивают местных жителей и соседей строительными материалами и создают дополнительные рабочие места. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.